Всем привет! Сегодня мы в гостях у Зульфата. Зульфат, привет! Расскажи о себе. Привет, меня зовут Зульфат, мне 26 лет, живу в Казани, отучился в Казанском федеральном университете на маркетолога. Чем сейчас занимаешься, Зульфат? Сейчас занимаюсь непосредственно хостелом. Почему именно хостелы? Есть какая-то причина, история? На самом деле все просто. Путешествовал очень часто с друзьями. И получалось так, что мы останавливались всегда не в отелях каких-то супер крутых, а просто заезжали, останавливались там в хостеле, как там ночевать, переночевать, просто останавливались, там переночевали, уехали в другой город, там переночевали. И это все как-то так на меня скапливалось, похоже, там в подсознание, то, что мы останавливались прямо именно в таких интересных хостелах, где нам нравилось. И как-то захотел, наверное, я открыть такой хостел, интересный, чтобы было интересно мне самому, чтобы я хотел приходить сюда, непосредственно как на работу, а также и со стороны гостя, чтобы гостю было интересно в нашем хостеле. Я уже тут побывал, да, действительно, очень современный хостел. Сейчас зрителям тоже мы покажем это. Давай включим Дудя. Сколько пришлось вложить? Вложить пришлось 4,5 миллионов. Есть бизнес-план. Срок окупаемости 1,5 года. 1,5 года, то есть, смотри, сейчас век пандемии. Открыть хостел в это время – это риск? С одной стороны риск, а с другой стороны то, что сейчас у нас границы закрыты. За счет этого наши российские туристы стали путешествовать у нас в России, так скажем. В частности, в Казани у нас очень много туристов. А ты учел это в бизнес-плане? Конечно. То есть риски все учтены? Да. Риск-менеджмент, все есть. Супер. Да. Как штаб Татар Москвы помог тебе? Во-первых, информационно, а во-вторых, они в штабе Татар в Москве, то есть там всем рассказывают, татары из Москвы знают об этом хостеле, приезжают сюда, отдыхают. И, то есть они здесь бывали, да? Да, конечно. Супер. Пойдем, посмотрим, покажешь мне все. Так, начнем. Это наша, собственно, welcome зона. Наш администратор, самый дружелюбный, самый милый, Усама. Гость приходит. Тут он может снять свою верхнюю одежду, оставить свою первую обувь. Гостю мы выдаем одноразовые тапочки. Каждому гостю свои тапочки, то есть новые, запечатанные тапочки. Тут у нас, если вдруг станет гостю скучно, хотя это такого невозможно, но здесь есть татарская литература у нас, татарская кулинария, увлекательный Татарстан, это как путеводитель по нашей республике. То есть, если вдруг станет скучно, есть чем заняться. Это, собственно, наша небольшая такая общая зона, телевизор, диванчик, можно посмотреть киношку. В планах поставить сюда PlayStation приставку, чтобы люди могли поиграть там, повеселиться и так далее. Пройдем в первую комнату. Это наша первая комната. Она полностью капсульная. Тут 10 мест. Каждая кровать оборудована такой шторочкой. То есть гость пришел, хочет поспать. Если, например, днем шторочку отпустил, в капсуле темно, комфортно. Можно поспать, не знаю, посмотреть что-нибудь там, на ютубчике полазить, за компьютером посидеть, так как у нас кровати достаточно широкие, большие, высокие. Даже могу сейчас показать вам. Тут есть индивидуальное освещение, розетка, полка, крючки,
повесить одежду, полотенце. То есть кровати достаточно широкие. Тут, в принципе, можно даже спать вдвоем. Зульфат, а сколько стоит в сутки капсула такая? Например, если взять эту комнату, то одна кровать в этом номере стоит 890 рублей. Это на ночь. Вот. У нас заселение с 14:00, выселение до 12. Ну, как обычный отель уж. Вот. Какие-нибудь скидочки? Скидочки, конечно, если, например, заселяется там группа какая-то большая на, там, не знаю, на 3 ночи, на 4 ночи, например, то без проблем можем предоставить скидку. То есть я могу с компашкой приехать в Казань, и мне еще за это скидку будет? Да, конечно. И личное пространство полностью можно Конечно, забить? конечно. Супер. Также у нас кровать, каждое оборудование своим шкафчиком. Ты можешь сюда положить свои какие-то личные вещи, не знаю, там ноутбуки, камеры и так далее. Закрывается все на ключик. Ключик мы выдаем. Собственно, все для удобства. Горячая вода, душ? Да, конечно. Первый санузел. Все санузлы у нас совмещенные. Унитаз, душевая, раковина и фен, конечно же. Дозаторы, мыло, шампунь. Все это мы предоставляем. Красивые такие анимационные холсты. Нарисовал наш художник. Его зовут Азат. Вот, очень крутой парень. В нашем хостеле 4 номера, а всего хостел может уместить в себя 36 человек. Это, собственно, наша мини-кухня. Пойдем посмотрим. Тут у нас кулер с водой, чайник, микроволновка и, собственно, барная стойка, где есть чай, сахар, печеньки, всякие сладости, чтобы попить чай и так далее. Вот. Тут также у нас есть граффити. Его тоже нарисовал наш художник, тот же Азат. По-моему, получилось вообще очень прикольно. Всем гостям вроде нравится, все фоткаются. У хостела есть своя страница в Инстаграме и в ТикТок. Зульфат, давай для наших новых подписчиков разыграем сутки проживания в одной из капсул. Да, конечно, вообще не вопрос. Супер. Зульфат, спасибо тебе за крутой диалог. Удачи тебе в бизнесе. Спасибо. Удачи в начинаниях твоих. Спасибо. Спасибо.